Добрый день, уважаемые будущие студенты, а также их родители. Мы рады приветствовать вас на трансляции Дня открытых дверей Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Меня зовут Гульгина Багаудинова, я студентка Института педагогики, и сегодня помогу вам поближе узнать наш Акмуллинский университет. Мы работаем в прямом эфире, вы можете задавать свои вопросы в комментариях, ответы на которые вы услышите в конце трансляции. Ну а сейчас слово ректору Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Салавату Талгатовичу Сагитову. Доброго времени суток всем гостям нашего университета. Если вы учитесь в школе, завершаете ее, или в техникуме, и выбираете, а как же продолжить свой жизненный путь, то у вас есть все возможности, чтобы получить в ближайшее время 2 пятерки. Ибо столько лет, 55, уже на следующий год будет нашему Башкирскому государственному педагогическому университету. И даже только поступив в него, вы автоматически получите 2 пятерки и, самое главное, продолжите ту интересную жизнь, которая здесь есть. Конечно, в 2020 году эта жизнь несколько была скомкана в связи с пандемией, но как бы то ни было, опять-таки наши преподаватели, наши студенты доказали, что даже на дистанционном образовании можно получать его качественно и делать это с удовольствием. Наш университет очень разнообразный и интересный. Здесь в первую очередь, конечно, обучают педагогов, готовят педагогов, но кроме того, здесь есть большие достижения в области генетики, нанотехнологий, у нас лучшие переводчики, у нас лучшие художники и вообще все, что лучшее, это к нам. Потому что самое главное в жизни – это учитель. И поступив сюда, получив наши педагогические навыки, вы сможете не просто стоять у доски, как многим это представляется, и скучно о чем-то говорить. Нет. То, что отличает наш университет от других вузов, это то, что мы учим говорить, мы учим слышать и мы учим слушать. А это сегодня очень важно. Мы учим, как выстроить свою жизнь, как дойти свой путь и как достичь успеха. Для этого здесь есть все. Хорошая материально-техническая база, великолепные наши возможности в дистанционном образовании подтверждены тем, что мы являемся первыми среди вузов республики по электронному образованию. Новейшие технологии, применяющиеся здесь по стандартам WorldSkills и многое-многое другое. Но самое главное, чем мы богаты, это наш профессорский преподавательский корпус. Очень авторитетные, грамотные, выдающиеся ученые и практики. И если вам хочется научить других, а самое главное научиться самому проектировать свою жизнь, смотреть в будущее и видеть это будущее хотя бы на шаг или на 2 вперед, чем все остальные, то добро пожаловать к нам с 2 пятерками, которые мы будем получать вместе. А первый гость нашей трансляции – первый проректор Акмуллинского университета Алмаз Флюрович Мустаев. Алмаз Флюрович, добрый день. Как вы считаете, что такое БГПУ сегодня? Уважаемые абитуриенты, дорогие родители, мы рады вас приветствовать. Раньше мы говорили в стенах педагогического университета, сейчас это дистанционный формат, но мы постарались максимально его сделать для вас понятным, полезным. И вот я бы хотел сказать, что даже сама структура тех материалов, которыми мы вас сегодня будем знакомить, говорит о том, что такой университет или педагогический университет имени Акмуллы сегодня. Во-первых, это разнообразное количество образовательных программ, которые мы вам предлагаем. Это бакалавриат, магистратура, обучение в колледже. Как уже отмечал Салават Талгатович, у нас педагогический университет, поэтому профильное образование у нас педагогическое, но я бы хотел подчеркнуть, что мы один из немногих вузов России, который реализует большой объем подготовки. Он характеризуется хотя бы такой цифрой, которую тоже вы должны знать. 1690 бюджетных мест будет в этом году, в следующем году точнее, в 2021 году приема. Из них 946 мест на очное отделение, по этому показателю Министерство просвещения выделило 46 дополнительных мест. Я бы хотел сказать, что по этим параметрам, по количеству студентов, мы один из немногих вузов России, входим мы в пятерку, после, скажем так, столичных вузов. По количеству студентов у нас их свыше 10 тысяч,
еще колледж, замечательный колледж, где порядка 1500 студентов у нас обучается. И, кроме того, университет и студентам, и учителям, и многим специалистам из другой сферы дает востребованные программы дополнительного образования. И на таких программах у нас обучается свыше 15 тысяч слушателей ежегодно. Что касается самих программ, мы реализуем очень интересный формат подготовки учителя, это двухпрофильный бакалавриат. То есть обучение 5 лет, и после обучения выпускник получает возможность работать по двум направлениям. То есть это повышает его конкурентоспособность. Кроме того, мы реализуем непедагогическую подготовку, которая у нас развивается не первый год, где мы имеем хорошие связи и с работодателями, и с научно-исследовательскими структурами. Например, это подготовка по генетике, по биологии, по нанотехнологии. Уникальная существует у нас школа. Это подготовка лингвистов. По этому направлению мы являемся лидерами в республике по конкурсу и по баллам ЕГЭ. То есть это очень востребованное направление. Кроме того, переводоведение, классическая психология. То есть, ну и, конечно, это специалисты в сфере IT. Мы тоже их готовим, и для этого созданы все условия. То есть в университете действительно сейчас активно развивается цифровая образовательная среда. Ну, я надеюсь, что наши коллеги, гости в нашей такой студии после подробно вам расскажут о правилах приема, ответят на злободневные вопросы. Но я бы хотел подчеркнуть еще вторую составляющую университета, без чего сейчас университет невозможен. Это, конечно, пространство для творческой активности студентов. Это условия для самореализации. То есть к нам приходят очень креативные, активные ребята. Мы радуемся их достижениям и пытаемся создать все условия для того, чтобы человек мог раскрыть себя, свой потенциал. То есть в науке, в искусстве, в творчестве. И если вы внимательно посмотрите на структуру сайта, то про наши факультеты рассказывают наши студенты, наши будущие выпускники. Это их глазами мы сегодня наблюдаем за тем, что происходит в нашем вузе. Посмотрите, очень интересные ролики, которые связаны с творческой жизнью. Этому, вы знаете, невозможно выучить этот текст. И сама подача материала наших студентов, она, на мой взгляд, очень креативная. И это качество, я вот тоже обращаюсь к родителям, вот такая активность, умение коммуницировать, работать в команде, это то, что сейчас называется навыками 21 века. Эти навыки формируются в педагогическом университете. Поэтому я с большим удовольствием приглашаю наших будущих абитуриентов. Надеюсь, весной мы будем проводить в марте день открытых дверей уже тоже в таком формате в аудиториях нашего университета. И я бы хотел, чтобы вы внимательно тоже посмотрели на возможность, например, участия уже сегодня в школьном акселераторе, в школьных проектах, об этом мы будем говорить. В Акмулинской олимпиаде, поскольку результаты этой олимпиады будут связаны с вашей, в том числе, волонтерской практикой и дополнительные баллы, именно как реализация волонтерских проектов вы сможете получить. Об этом мы будем говорить. Прошу внимательно обратить внимание и задавать вопросы по целевому обучению. То есть сегодня для вас мы формируем такой открытый формат, возможность диалога. Те вопросы, которые к нам поступали, часто повторяющиеся, мы уже ответы выложили, но надеемся, что мы сегодня сможем с вами пообщаться. Желаю вам успехов, здоровья и с наступающим Новым годом. Спасибо большое, Алмаз Флюрович. С нами был первый проректор Акмулинского университета Алмаз Флюрович Мустаев. Ну а сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшое видео о подразделениях нашего университета. И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Оставляйте свои вопросы в комментариях. А, еще поздороваться же надо.
Привет, приятель или девчонка! Меня зовут Есения, и я являюсь председателем студенческого совета Института филологического образования и межкультурных коммуникаций. Хочешь стать первоклассным переводчиком и межкультурным медиатором, окунуться в творческую жизнь вместе с самым крутым институтом, научиться разговаривать на английском, немецком, французском, татарском языках? Тогда тебе к нам! Наш институт дает возможность студентам пройти стажировки в России и за рубежом, а также принимать участие в научных конференциях и творческих мероприятиях. Ты сможешь стать послом русского языка в мире и опять принимать участие, 2 раза принимать участие. Ты сможешь стать волонтером в международной молодежной программе «Послы русского языка в мире» и принять участие в различных масштабных мероприятиях. Если ты поступишь к нам, то сможешь пользоваться современным оборудованием, лингофонными кабинетами, компьютерными классами и огромными лекционными аудиториями. Если ты гость нашей столицы, то тебе всегда найдется место в нашем уютном общежитии. Присоединяйся к нашей дружной студенческой семье. Мы поможем тебе раскрыть свой творческий потенциал и стать классным специалистом. Сәлем, менің исемім Янбаева Альвира. Мен Башқұрт филология факультетінің 5-ші курс студенті. Факультет башкирской филологии является одной из главных кузнец национальных кадров. Крупницы нет, да? Факультет башкирской филологии является одним из главных кузницей национальных кадров образовательных организаций республики и других регионов. Наши бакалавры поступают в магистратуру самых престижных российских и зарубежных вузов: Варшавского университета, МГУ имени Ломоносова и Высшей школы экономики. Факультет башкирской филологии – это одна большая дружная семья, где преподаватели – мастера своего дела с высоким и научным методическим багажом, где студенты, помогающие студентам реализовывать интеллектуальный потенциал, научно-исследовательские и культурно-творческие амбиции. Все, Аллах шүкір. Башқұрт филология факультеті тик хине күтіп қала. Привет, друзья! Меня зовут Эделя. Меня Илья. И мы тебе расскажем про самый исторический факультет. Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования был создан в 2020 году на базе 2 факультетов. Сейчас в институте действует 5 кафедр, на которых обучается около 700 студентов. Неучебная деятельность в институте включает в себя такие параметры, как спорт, студенческое самоуправление, художественную самодеятельность, студенческое самоуправление и науку. Наши студенты являются постоянными участниками различных конкурсов и мероприятий внутри университета, так и за границами республики и даже страны. Наш институт – это большой графский замок, где каждый студент смог найти занятия не только по душе, но и друзей. Все это смогло объединить студентов и преподавателей в одну большую и крепкую семью. Ну что, тебе уже нравится? Не упусти возможность познакомиться с нашим институтом поближе и сделать правильный выбор. В нашем вузе уделяется большое внимание всестороннему развитию студентов, а также поддерживаются многие студенческие инициативы и проекты. О том, зачем это нужно самим ребятам, расскажет директор акселератора студенческих проектов нашего университета, заместитель директора молодежного проектного офиса Республики Башкортостан, резидент арт-кластера Таврида, эксперт регионального и федеральных конкурсов проектов Вильдан Исянгильдин. Здравствуйте, Вильдан. Да, доброе утро всем, доброе утро, зрители, наши абитуриенты, уважаемые родители. Рады видеть вас, несмотря на то, что даже в онлайн-формате на наших днях открытых дверей Калмыцкого университета, так или иначе тренды этого года показывают, что это не менее эффективный механизм общения с вами, и мы надеемся, что вся наша презентация университета, весь наш день в формате онлайн даст вам очень много полезного и интересного. Что касается
того тона, который задала ведущая, да, касаемо того, что же такое проекты и почему наш университет этим серьезно занимается и почему мы считаем, что сегодня проектирование, социальное проектирование, проектный менеджмент и так далее — это одно из самых перспективных, интересных направлений для развития студенческого сообщества, школьного сообщества и так далее. Сегодня в нашем быстро меняющемся мире, в 21 веке, когда от молодых специалистов, от настоящих профессионалов требуются не только теоретические знания, которые он приобретает в стенах университета, в школе и так далее, сегодня появляется запрос о создании и о наличии тех компетенций, которые мы называем компетенцией 21 века. Начиная от коммуникации, ораторского мастерства, оформления бюджета, бизнес-плана, презентации, маркетинг и так далее, все эти компетенции вы можете найти и получить в стенах нашего Акмолинского университета. Акселератор молодежных проектов «Созидатели» направлен как раз-таки на то, чтобы в формате нелинейного образования, в формате полного погружения в общение с экспертами, в общение с единомышленниками вы приобретете те знания, которые необходимы для оформления полноценного проекта. Я уверен, что вы неоднократно слышите и, возможно, сами участвовали в различных проектах, однако сегодня крайне важно понимать, что одно дело — это быть участником, а второе — это самим являться теми созидателями, теми авторами проектов, которых в нашей республике и в нашем университете довольно-таки большое количество. Акселератор, он функционирует буквально чуть более года, однако вот практика наша показывает, что те ребята, которые освоили те образовательные компетенции, помогли им стать грантополучателями федерального уровня, регионального уровня и выигрывать на свои проекты реальные деньги, а это порядка до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей мечты. И поэтому я надеюсь, что в сезоне 2021, в следующем году, мы с вами обязательно встретимся, обязательно поработаем, поштурмим над вашими идеями и воплотим их в реальность. Спасибо большое, Мигран. Вот еще такой вопрос. К примеру, нас сейчас смотрит будущий студент, и он все-таки захотел попробовать себя в проектной деятельности. У него есть вот этот вот актив, у него есть инициатива. С чего ему начать? К кому обратиться? Да, коллеги, мы вот во время подготовки к нашему сегодняшнему эфиру в целях получения обратной связи на официальном сайте Акмолинского университета создали небольшую форму, потому что мы хотим получить от вас вот на данном этапе, когда вы еще являетесь абитуриентами, обучающимися школы и общеобразовательных учреждений, да, если у вас есть идея, вы можете заполнить данную форму, зайдя на официальный сайт, и непосредственно мы у вас будем знать. Мы будем приглашать вас на наши встречи и мероприятия, и уже со школьной скамьи до поступления в университет у вас будет четкое понимание, что мы будем делать дальше, и тот образовательный вектор, который вы выстраиваете в рамках получения высшего образования, непосредственно станет той неотъемлемой составляющей, которая сегодня обязательно вам понадобится, друзья, потому что, как я уже ранее говорил, без этого сегодня никуда. Это повсюду, это нас ежедневно окружает, и если мы начнем и задумаемся о том, что я хочу заниматься проектами, я не боюсь этого дела, я не боюсь этим заниматься, и у меня есть реально крутые идеи, которые я могу воплотить в реальность благодаря, возможно, учебе в университете, возможно, благодаря общественной деятельности, потому что сегодня вот именно общественная деятельность и проектный менеджмент, да, это те элементы, которые выстраивают в человеке настоящего профессионала. И вот отвечая на ваш вопрос, да, почему и как, с чего начать, коллеги, если у вас есть идея, обязательно оформите ее хотя бы в тезисной форме на нашем сайте, после чего мы уже поймем, как выстраивать дальнейший алгоритм и дорожную карту вашего развития.
Спасибо большое, Вильдан. Действительно, в нашем вузе ребята получают одновременно с учебой возможности для развития в самых различных направлениях. Ну, а мы продолжим знакомиться с нашим университетом. Всем привет! Меня зовут Настя, и я студентка Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Звучит сложно, но не менее интересно. Институт готовит преподавателей математики, физики, информатики, а также инженеров, наноинженеров, программистов и многих других специалистов. В 2019 году при поддержке главы региона Радия Хабирова на базе института был создан научно-образовательный центр современных математических исследований. Это было так легко, а я так долго это говорила. На базе кафедр успешно функционируют лаборатории и научный центр института. Лаборатория дополнительной реальности позволяет создавать уникальный образовательный контент в режиме онлайн. IT-направление остается самым популярным. Количество вакансий растет, а наши выпускники самые востребованные в этой сфере. Создавай свое будущее вместе с нами. Всем привет! Меня зовут Катя, и я являюсь руководителем креативного центра естественно-географического факультета. В стенах нашего факультета студенты могут получить высшее образование и стать специалистами в области биологии, биоэкологии, генетики, химии и географии, охраны труда и туризма. Благодаря нашим крутым преподавателям студенты занимаются исследовательской деятельностью, принимают участие в международных и российских олимпиадах. Огромным плюсом нашего факультета является большое количество бюджетных мест. Наш факультет сотрудничает с вузами других стран, таких как Чехия, Китай, США. Может, ты пишешь на экране? В общем, на нашем факультете есть все для интересной учебы и насыщенной жизни. Наши студенты активно занимаются спортивной деятельностью, являются участниками профессиональных творческих коллективов. Ну а наши выпускники – желанные специалисты не только в Республике Башкортостан, но и за ее пределами. Приходи, естественно-географический ждет именно тебя. Всем привет, меня зовут Лиза. Я Никита. И мы точно знаем, как классно учиться в Институте педагогики. Совсем недавно Институт педагогики расширился и стал самым большим институтом в университете, а это значит, что есть целый перечень специальностей, которые могут быть интересны и вам. Целых 7 кафедр осуществляют подготовку студентов, и мы точно знаем, что они делают это очень круто. Наши студенты становятся профессионалами не только в сферах дошкольного, начального, инклюзивного, социально-педагогического или хореографического, музыкально-хореографического образования, там вообще-то Лиза, но и универсалом в сфере управления, развитием и воспитанием в любых образовательных организациях. В Институте педагогики вас ждет множество замечательных программ. Лекционные, практические материалы преподаются крутыми учеными с мировым именем. Победа наших студентов на чемпионатах WorldSkills открывает дорогу на высокооплачиваемые должности. Но учеба в Институте педагогики – это не только про учебную деятельность. Это еще и большая студенческая семья со своими традициями и достижениями. Наши студенты всегда были самыми яркими активистами университета, потому что наша администрация всегда поддерживает и помогает нашим чисто по-братски, потому что руководство нашего института всегда поддерживает инициативы студентов. Так, мы ежегодно становимся обладателями гран-при во всевозможных творческих конкурсах и фестивалей. Участвуем в спортивных мероприятиях, а наши волонтеры помогают многим людям. Именно студенты Института педагогики ежегодно выигрывают гранты во всевозможных направлениях и реализуют самые крутые проекты. В общем, мы точно уверены, что поступая в Институт педагогики, вы делаете вклад в свое будущее. Вы приобретаете не только теоретические знания, но и несравнимый опыт. Ну, с чем надо было сказать? Чтобы стать успешным специалистом, нужно правильно выбрать направление учебы, специальность и факультет. На что же нужно обратить внимание и как не потеряться на этом жизненном отрезке пути, расскажет нам и подскажет педагог-психолог, профконсультант управления образовательных разработок БГПУ имени Акмуллы, наставник программы развития личностного потенциала в образовании Эльвира Попова. Добрый день, Эльвира.
Очень рада приветствовать. Вижу, что трансляция идет активно. И на самом деле то, что вы говорили, это такой хороший нам урок жизнестойкости. Кто изучает психологию, кто ей интересуется, это то, как мы выдерживаем те или иные испытания. На самом деле профориентационная деятельность – это тоже испытание, когда мы выбираем профессию, и нам все-таки кажется, что мы выбираем ее на всю жизнь. Но тенденции поменялись, они меняются в ту сторону, что мы можем совмещать те или иные виды деятельности. Об этом говорят и современные профессии, и те навыки, я поддерживаю своих коллег, которые выступали до этого. И очень важно здесь понять ту стратегию, которую вы воплощаете в жизнь. Для студентов, которые сейчас учатся в колледже, это продолжение высшего образования. Для школьников, которые находятся в выпускных классах, это выбор сейчас первого направления. В нашем университете их достаточно много. И для школьников, которые сейчас, возможно, учатся только в 7-6 классе, это хорошее подспорье, чтобы выбрать ту деятельность, которая будет нравиться, допустим, на вот данный промежуток своей деятельности. Что можно отметить, и мы бы хотели провести, я, к сожалению, не могу вас видеть, но вы видите меня, это уже хорошо, в марте мы с вами обязательно встретимся в других условиях, это не говорить о профориентации много, а провести такой более практический характер, более практическое мероприятие, и мы приглашаем вас на квест, который называется «Развитие soft skills». Чтобы вам помочь разобраться, что это такое, прежде всего у нас есть несколько направлений в профессии, и этот выбор делается от того, как вы пройдете тестирование. Мы сейчас разыграем с вами небольшое исследование. Лина, можно воспользоваться помощью? Отлично. Смотрите, перед вами два выбора профессии. К примеру, вы хотите разрабатывать онлайн-курсы по soft skills, или вы хотите работать в лаборатории над исследованием. Что вы выберете? Так, можно исследование в лаборатории. Отлично, здорово. Вот отличный пример того, как человек выбрал человек и знаковой системы, или человек-техника. Если бы вы выбрали, давайте так, я буду вашим оппонентом, я выбираю курсы по soft skills, то есть для меня это больше человек-человек, и к нему есть определенные soft skills навыки. Как говорили мои коллеги, сейчас выделяют 4К. У нас есть и центр, тоже в нашем Акмолинском университете 5К. 4К – это ваша коммуникация, креативное мышление, критическое мышление и кооперация, то есть как вы работаете в команде. Так вот, по ссылке квеста вы пройдете тестирование и выберете то направление, которое вам интересно. В этом направлении будет небольшой видеоролик. Просмотрев его, вы решите задачу. Вот, к примеру, вам бы интересно было узнать, какой у вас имидж лидера. Конечно. Отлично. Если вы отвечаете на этот вопрос положительно, вы пишете в нашу Google форму свои лучшие качества, нам приятно почитать, вам приятно для себя это снова узнать. И таким образом мы формируем ту команду, которая у нас работает над выбором профессии. И следующий момент еще мы также подготовили для вас ролики по софт-скиллам. Вы увидите их в университетских субботах. Есть отличный проект «Просвет». Это как раз-таки лекции, золотые лекции от наших преподавателей. И я думаю, что многие, кто нас смотрит, знакомы с нашими студентами-практикантами. Это проект «Профнавигатор», как раз-таки о том, когда студенты выступают в роли наставников. То есть они мягко вводят в педагогическую профессию и говорят о том, что смотрите, у нас есть замечательный выбор, вы можете его принять, вы можете выбрать что-то свое, и таким образом профессия будет на самом деле приносить вам огромное удовольствие. Спасибо большое за такой емкий ответ. Кстати говоря, нам здесь пришел вопрос. Насколько значительно отличие между классической психологией и психологией динамичного поведения? Ну, на самом деле, это одно из направлений. Если мы говорим про девиантное поведение, то есть это отличие от какой-то социальной нормы. Здесь работа ведется, если мы говорим про профориентацию, то, конечно, классическая педагогика это работает с детьми, со взрослыми, которые находятся перед выбором. Девиантное поведение все-таки это больше про мотивы. Почему я так поступаю? Почему нужно поменять эту стратегию? Здесь больше очень важен как раз-таки soft skills, коммуникация, чтобы человека не пристыдить таким образом, почему ты так делаешь, а показать ему другой путь, другое развитие. Надеюсь, ответила на вопрос. Да, спасибо большое нашим зрителям за такой вопрос.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, вы можете задавать свои вопросы, касающиеся обучения, касающиеся поступления в наш университет. Также хотела бы вам задать еще один вопрос. С удовольствием. Вот мне кажется, сейчас зрители, школьники, которые нас смотрят, одна из таких больших, скажем так, психологических проблем – это ОГЭ и ЕГЭ. Как справиться с волнением? Какие советы вы можете дать нашим зрителям? Согласна. Ну, смотрите, если я вам скажу, что у меня есть волшебная таблетка, приходите в Акмолинский университет, вы ее получите, и вы больше не будете волноваться, я думаю, что это ни мне, ни вам не понравится. Ну, может быть, кто-то сейчас в комментариях возразит. Здесь момент такой. Любую свою проблему нужно превратить в задачу. Для этого есть несколько способов. Вы смотрите, как другие справились с этой проблемой и как вы видите наилучшее решение. Момент заключается в том, что действительно, когда мы говорим про ЕГЭ и ОГЭ, это проверка ваших hard skills. Hard skills – это тяжелые компетенции, то есть то, что вы выучили в школе. Это важно понимать, потому что для каждой профессии существует такая своя стартовая ступенька. Выберите эту профессию, загляните внутрь себя, поймите, какое направление для вас более актуально. После этого, поверьте, любой предмет вы будете изучать не потому, что вас заставили, а потому что вам это действительно интересно. И я думаю, что волнение здесь перейдет на такой азарт. Я хочу сдать на тот балл, чтобы мне было в этом комфортно находиться. Да. Спасибо большое, Эльвира, за ваши советы. А мы продолжаем знакомиться со следующими факультетами и институтами нашего вуза. И еще раз призываю вас задавать вопросы в комментариях. Ответы вы на них услышите в конце трансляции. Приятного просмотра! Всем привет! Я председатель студенческого совета Института физической культуры и здоровья человека. Меня зовут Лиана, и сейчас я вам расскажу о самом успешном и крутом институте нашего университета. Институт стал центром подготовки не только высококвалифицированных специалистов по физической культуре, спорту, безопасной жизнедеятельности, но и региональных управленцев МЧС и МВД. На спортивных аренах Республики Башкортостан и Российской Федерации наши студенты-спортсмены Института физической культуры и здоровья человека показывают отличные результаты, завоевывают только призовые места в различных видах спорта. В нашем институте есть 3 кафедры. Они возглавляются авторитетными специалистами в своей области. В настоящее время наш институт имеет спортивную базу лучшую в республике. В распоряжении у студентов находится лыжная база, легкоатлетический манеж, плавательный бассейн «Буревестник» и несколько спортивных залов. У нас даже есть свой СОК с плавательным бассейном, стрелковым тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческая жизнь разнообразна и интересна. Спартакиады, спортивно-массовые мероприятия, студенческая весна и фестивали спорта, а также ведется работа по секциям более чем по 25 видам спорта. Среди выпускников Института физической культуры много выдающихся спортсменов, призеры Олимпийских игр и паралимпийские чемпионы, чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, члены сборных команд Российской Федерации. Если ты мечтал стать чемпионом, то Институт физической культуры и здоровья человека ждет тебя. Нет, конечно, но погнали. Всем привет, меня зовут Настя, я студентка художественно-графического факультета. В составе факультета есть 2 кафедры. Кафедра изобразительного искусства и кафедра дизайна. Студенты обучаются по очной, очно-заочной и заочной форме обучения. У нас классно. С нами работают действительно крутые преподаватели, которые помогут довести тебе работу до идеала. Факультет организовывает выезды на пленэры, а лучшие работы студентов попадают на выставки различных уровней. И, кстати говоря, о студентах. Наш факультет закончили Юрий Шевчук, Айрат Серегулов, Ренат Минибаев, Лейсан Рахматуллина и многие другие. Наши выпускники успешно трудоустраиваются и работают в сфере культуры, образования и искусства. Ну а сейчас мы переходим к
к теме, собственно, поступления в ваш госпедуниверситет. О главных моментах приемной кампании этого года расскажут люди, которые знают об этом все и даже больше. Начнем с поступления в колледж Башкирского государственного педагогического университета. О нем нам расскажет заместитель ответственного секретаря приемной комиссии университета Альфия Арифовна Мухадисова, руководитель приемной кампании колледжа. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, доброе утро, уважаемые родители, абитуриенты. Выбор профессии – это сложный вопрос, это ответственный шаг. Наш колледж в составе Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы – это хороший старт для тех, у кого есть четкое понимание того, который хорошо понимает то, чем заниматься, то, чем он должен заниматься. Ну и для тех, наверное, у кого остро стоит вопрос продолжить образование в 10-11 классе или же поступить в колледж. Ну почему именно колледж? Наверное, назову основные 3 причины, почему необходимо поступать в колледж. Ну, во-первых, при поступлении в колледж не надо сдавать экзамены, учитывается средний балл аттестата. Во-вторых, после колледжа легче поступить в вуз, так как не надо сдавать ЕГЭ. Ну и третья, наверное, причина: по окончанию колледжа вы можете продолжить обучение в вузе не только по тому профилю специальности, который вы выбрали в колледже, но и выбрать совершенно другое направление вуза. В этом году что нужно знать абитуриенту для того, чтобы поступить в колледж? Ну, в соответствии с приказом Министерства просвещения России за номером 457 от 2 сентября 2020 года утвержден порядок приема по образовательным программам среднего профессионального образования, где сказано, что прием документов в этом году начинается 20 июня. Также на очную форму прием документов продлится до 15 августа. По 3 направлениям специальности: музыкальное образование, физическая культура и изобразительное искусство и черчение, там, где требуется учет физических и творческих способностей, продлится прием документов до 10 августа. На заочную форму, как обычно, прием документов до 1 октября. И при наличии свободных мест после зачисления прием документов может быть продлен до 1 декабря текущего года в соответствии с порядком приема. Ну, перечень документов, он известен, он будет опубликован на сайте университета. Каким способом в этом году можно будет подать документы? Наконец-то, первый способ: можно будет лично прийти в колледж и подать документы по адресу города Уфа, улица Белякова, 25, учебный корпус номер 12. Второй способ подачи – это электронная форма, то есть через информационную систему, единую информационную систему Тандем Университи. То есть абитуриент через свою электронную почту создает личный кабинет, где может загрузить все скан-документы, которые необходимы для поступления. А также это можно сделать из дальних городов для тех, кто живет за пределами Башкортостана. Это почтовая связь России, где заказным письмом вы можете отправить документы. В этом году, то есть на 21-22 приемный год, утверждены контрольные цифры. В этом году в колледже это 430 бюджетных мест, из них 400 мест на очную форму, 325 из федерального, 325 из регионального и 75 из федерального бюджета, а также 30 бюджетных мест на заочную форму обучения по направлениям специальности дошкольное образование и библиотековедение. В этом году прием в колледж будет вестись по 13 направлениям специальностей. Более подробно по каждой специальности вы можете ознакомиться с этой информацией на сайте, которая будет опубликована на сайте университета 1 марта. Предварительный медицинский осмотр должны будут пройти абитуриенты, которые подают документы на 3 направления специальности. Это вернее, на все педагогические направления, их у нас 6 педагогических направлений, то есть с предоставлением в приемную комиссию медицинской справки учебной 086. Вступительные испытания. Что касается вступительных испытаний, их сдают только 3 направления в колледже. Это физическая культура. Мы надеемся, что наконец-то в этом году
вступительные испытания, в соответствии с порядком приема, пройдут в режиме офлайн. То есть по специальности физическая культура ребята будут сдавать экзамен в общую физическую подготовку. Это легкоатлетические нормативы, которые предоставлены отдельно для юношей и девушек. Эти нормативы, то есть перечень и требования к вступительным испытаниям, также будут опубликованы на сайте университета 1 марта. Вы более подробно также можете ознакомиться. По изобразительному искусству и черчению мы сдаем рисунок, вступительные испытания, экзамен. И по музыкальному образованию это проверка музыкальных данных. Вступительные испытания пройдут в период с 11 по 17 августа. Далее зачисление в колледж будет производиться в этом году по предоставлению оригинала аттестата. Крайний срок подачи оригинала аттестата 18 августа. И по окончанию издается приказ ректором о зачислении, который будет опубликован на сайте 20 августа. Мы будем очень рады видеть вас в нашем колледже. Добро пожаловать, спасибо за внимание. Спасибо большое, Альфия Рифовна. Как и сказала Альфия Рифовна, вся информация есть на наших официальных сайтах, а также в соцсетях. Наш официальный сайт bspu.ru. Вы можете зайти, найти нужную вам информацию. А после небольшой перебивки к нам присоединится наш следующий гость. А пока вы можете задавать ваши вопросы в комментариях. Всем привет! Меня зовут Саша. Меня зовут Динар. Мы студенты того самого колледжа Акмулинского университета, и сейчас мы вам расскажем, как у нас тут все устроено. Колледж Акмулинского университета – это многопрофильная образовательная организация, готовящая кадры среднего звена. На сегодняшний день в нашем колледже действует 13 специальностей, а выпускники колледжа имеют возможность поступить в университет без сдачи ЕГЭ. Одна из главных задач нашего колледжа – организация связь с организациями для того, чтобы наши студенты могли проходить стажировки. Также в колледже ведется подготовка учащихся по компетенциям движения WorldSkills. Такая подготовка дает учащимся практические навыки, востребованные работодателями во многих сферах. Наши ребята успешно работают в образовательных организациях, в учреждениях социальной сферы, культуры и науки. Ну что, вам понравилось? Погнали к нам! Доброго времени суток! Меня зовут Екатерина, и я будущий психолог. Сейчас я вам немного расскажу про свой любимый факультет психологии. В настоящее время на факультете осуществляется несколько бакалаврских программ, а также есть единственный в университете специалитет. Для успешного обучения есть все необходимые условия: высококвалифицированные кадры, современное материально-техническое обеспечение. Студенческий бизнес-инкубатор «Арт-бизнес» помогает студентам создавать собственные бизнес-проекты. Факультет психологии сотрудничает с ведущими научными центрами страны, а также с образовательными учреждениями. В настоящее время факультет психологии Акмулинского университета является научно-методической базой... Нет, неправильно сказала. Является научно-методическим центром по организации психологической службы в Республике Башкортостан. Сделай правильный выбор, поступай на факультет психологии. Итак, а наша трансляция прямого эфира Дня открытых дверей Башкирского государственного педагогического университета имени Фатхетдина Акмуллы продолжается. И наш следующий гость – начальник управления рекрутинга и карьерного развития Наталья Степановна Илюшина. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Наталья Степановна, а что нужно знать абитуриентам о поступлении в этом году? В этом году у нас произошел ряд изменений, которые коснулись, конечно, всех университетов, в том числе и нашего. В первую очередь нужно будет обратить на то, что появилась такая хорошая возможность, ее раньше не было. Теперь можно на некоторые специальности выбирать, какие ЕГЭ вы будете подавать. Например, как вы знаете, русский язык нужно обязательно для всех сдавать. На многих специальностях второй экзамен – это математика.
хочу как бы обратить внимание, потому что вот задавали вопрос, какого уровня математика нужна для поступления в университет. В университет мы принимаем только профильный уровень, с базовым уровнем в университет поступить нельзя. И третий экзамен, например, вы увидите в порядке приема такие два предмета, например, информатика и дробь физика. Это означает, что если у вас есть и информатика, и физика, мы зачтем у вас не больше балл. А если у вас какой-то один из этих экзаменов, значит вы его и сдаете. Это такое преимущество этого года. Также еще одно такое нововведение, которое касается всех. Теперь университеты сами могут определить максимальное количество направлений, на которые можно будет подать документы. В Акмолинском университете это будет 5 направлений. И еще очень важное изменение, это касается зачисления. Раньше все знают такое понятие «две волны зачисления». Теперь в этом году будет первая волна, идет так же, как раньше было, это квотники зачисляются. Это то есть те, у кого есть особые права, и те, кто получил целевое направление. И потом сразу зачисляется полностью весь бюджет. Вот здесь вот обратите внимание, потому что раньше эти зачисления делились. Сначала зачисляли 80% бюджета, потом зачисляли 20% оставшихся мест. Здесь вот главное теперь не упустить время и вовремя подать согласие на зачисление и все документы, которые нужны. Так, я могу долго рассказывать, если позволите, я знаю просто какие основные вопросы, я уже какие-то видела там в переписке, я могу на них сразу ответить. Да, к нам поступают вопросы, я думаю, мы можем уже к ним переходить. Итак, первый вопрос. Можно ли, пожалуйста, сейчас. Насколько... Так, сейчас. Есть ли у вас программирование или веб-дизайн? Да, у нас есть две специальности, которые готовят программистов. Это информационная система, технологии, прикладная информатика. Там еще есть разные профили. Например, в прикладной информатике 3 профиля там реализуются, есть даже связанные с медициной. И насчет веб-дизайна, здесь у нас есть на художественно-графическом факультете, называется направление дизайн, и там есть графический дизайн направления. Профиль. Вот такой ответ. Следующий вопрос. Есть ли какие-то плюсы за окончание колледжа с красным дипломом? Да, есть плюсы и для тех, кто окончил школу, либо колледж с красным дипломом, будет зачислено дополнительно 5 баллов как индивидуальное достижение. Следующий вопрос. Расскажите про целевое обучение именно в ВУЗе. Так, целевое, здесь начну с того, что целевое, чтобы стать студентом-целевиком, нужно сначала будет найти заказчика, который выдаст вам договор о целевом обучении. Если вы идете на педспециальность, то, скорее всего, это будет либо школа, либо отдел образования, с которым вы заключите этот договор. В чем особенности? Здесь есть и плюсы, конечно, есть обязательства от студента будущего. Из плюсов это то, что целевики, они поступают по отдельному конкурсу. Например, если на специальности 25 мест и на квоту выделено 5, то значит те, у кого есть договоры, они вот участвуют только на эти 5 мест. И, соответственно, если подали документы 5 человек, и они с проходными баллами ЕГЭ, то они будут зачислены. То есть это гораздо упрощает процедуру поступления. Также из плюсов там то, что студент будет в период обучения иметь меры поддержки. Это какие-то обычно выплаты, это может быть компенсация проезда, компенсация стоимости общежития. И, конечно же, по завершению обучения студент получит гарантированное рабочее место. Но из таких вот обязательств там в этом гарантированном рабочем месте нужно будет отработать не менее 3 лет. Это как бы с одной стороны, наверное, плюс, но кого-то, может быть, немножко заставит задуматься. Чтобы, как бы сказать, здесь попрошу сразу обратить внимание на то, что нужно будет договор заключить не перед моментом зачисления, а, конечно, когда только приемная кампания откроется. Открывается она в следующем году у нас 14 июня, поэтому уже вот на этот момент примерно лучше иметь на руках договор. Угу. Итак, следующий вопрос. Как будут проходить вступительные экзамены, дистанционно или все-таки очно? Мы, конечно, пока рассчитываем на очный формат, это как обычно, когда в аудитории будете сдавать экзамен, но если у нас ситуация с пандемией продлится, тогда дистанционно, как в этом году у нас было полностью через систему электронного обучения,
Но здесь еще будет, конечно, процедура прокторинга, которую нужно будет пройти. Это проверка личности, как бы идентификация личности. Ничего страшного не будет. Мгм. Так, следующий вопрос звучит так. Какие проходные баллы ЕГЭ для поступления на учителя английского и французского языков? По английскому языку, обществознанию и русскому языку. Здесь, смотрите, здесь немножко вот я тоже хочу разъяснить абитуриентам, путают разные понятия. Есть минимальные проходные баллы ЕГЭ, это те, ниже которых мы просто не сможем взять вас в университет. В университете они не менее 40 баллов в этом году, по обществознанию 44 балла, по информатике 42, все остальное 40. А вот ниже вот этих баллов в университет, как бы, если будет, то будет вход закрыт. Теперь то, что касается проходного балла. Проходной балл – это немножко не совсем хороший ориентир для поступления, потому что проходной балл – это оно формируется по итогам приемной комиссии прошлого года. То есть, когда все уже сдали документы, когда зачислены и стали известны баллы последних поступающих, зачисленных на специальность. Это и есть проходной балл. Они из года в год меняются. Но для ориентира могу сказать сразу, что специальности, которые связаны с изучением иностранных языков, они самые популярные. И там очень много 100-бальников, высокобальников, поэтому конкурс достаточно высокий. И лучше, конечно, ЕГЭ иметь не менее 80 баллов. Мгм. Следующий вопрос звучит так. С базовой математикой вообще, получается, в ВУЗ никуда нельзя поступить? Ни в один ВУЗ России с базовой математикой не возьмут. Но здесь есть такая лазейка, что не на все специальности вообще нужна математика. Есть специальности, например, вот у нас на некоторые педагогические нужен будет русский язык, какой-то профильный предмет и обществознание. Поэтому не отчаивайтесь, можно подобрать другую специальность, где можно будет пройти без математики. Мгм. Следующий вопрос от нашего зрителя по поводу поступления в колледж. Сдается ли при поступлении в колледж ЕГЭ? По какому аттестату поступает в колледж после 11-го? Ну и после колледжа, поступая в ВУЗ, нужно ли сдавать ЕГЭ? Для того, чтобы поступить в колледж, ЕГЭ не нужно сдавать. Насчет того, на базе какого аттестата будете поступать, есть программа на базе 9 класса, есть программа на базе 11. Это нужно внимательно будет изучить, какие программы есть. И после колледжа, если ничего у нас не изменится в законодательстве, можно будет поступить в университет по нашим внутренним экзаменам. ЕГЭ сдавать не нужно будет. Мгм. Следующий вопрос. Как сильно средний балл аттестата влияет на поступление в ваш ВУЗ? Ну, тут, конечно, так, если в ВУЗ, то никак не влияет. Единственное, что если это красный диплом, то, да, будут до балла. Если в колледж, там рейтинг выстраивается как раз-таки на основании балла аттестата. Поэтому все зависит от специальности. Есть специальности, где очень большой конкурс и высокие баллы аттестата, есть где немножко пониже. Это вы будете смотреть, сразу говорю, когда вы будете поступать, у вас будет личный кабинет абитуриента, вы будете видеть прям онлайн-рейтинги, буквально там с разницей в 5 минут, вот как только будут подаваться, обрабатываться документы, рейтинг будет выстраиваться. Вы сможете увидеть свою позицию и позицию своих конкурентов, поэтому сможете оценить свои силы. И здесь главное даже не то, сколько человек подало документы, здесь главное будет следить за тем, кто дал согласие на зачисление и сдал оригиналы. Это вот такие два показателя, на которые стоит обращать внимание. Потому что, может быть, подал 50 человек, там, допустим, 20 бюджетных мест, но согласие дали пока только 10, значит, шансы поступить на специальность будут хорошие. И это такие нюансы, которые вы, конечно же, вникнете, когда будете поступать. Да, на самом деле следить за вот этим рейтингом, это очень важно, да. И очень нужно, я бы сказала. Итак, следующий вопрос. Какие вступительные экзамены ждут выпускников колледжей? Выпускников колледжей ждут те же самые экзамены, которые должны при поступлении сдавать выпускники школы. Только единственное, они будут сдавать в наших стенах. Так, те же самые предметы, это школьная программа. Единственное, есть у нас также вот отличие, есть творческие специальности и специальности спортивного направления. Там есть наши внутренние дополнительные экзамены, которые сдают все, и те, кто на базе школы поступает, и те, кто на базе колледжей. Это, например, основа физической подготовки, там нужно будет сдавать. Это, естественно, дизайн, там тоже нужно будет доказать свои творческие способности. Угу. Следующий вопрос. Можно ли получить ответ на этот вопрос, пишут. На какие специальности можно поступить, если выбраны на ЕГЭ математика, информатика и русский язык? Так, математика, информатика, русский язык. Я сейчас даже могу перечислить, если... Да, на самом деле вся эта информация есть у нас на сайте. Да, на самом деле вся действительно информация висит. Нужно будет зайти на страничку университета. Там есть красная кнопочка в правом верхнем углу, приемная комиссия. И нужно будет найти документ, который можно будет подробно, спокойно дома изучить. Называется он «Количество мест для приема на обучение». Так, если математика, информатика и русский, то вы можете поступить на информационные системы и технологии.
Либо на прикладную информатику, так раз-таки проходите по ЕГЭ. Мгм. Следующий вопрос. Какие есть направления, если сдавать математику базу, русский язык, биологию и обществознание? Так, ну, математику базу мы забываем, смотрим. Так, биология, обществознание, русский, да? Так, вы сможете попробовать психологию, но единственное, она только очно-заочная, и там нет бюджета. В принципе, с биологией это все, что психолого-педагогического направления, это все специальности. Так и называется направление психолого-педагогическое. Мгм. Следующий вопрос звучит так. Мне совсем не дана профильная математика, но хочется на психологию. Что делать в этом случае? Так, хороший вопрос. Если хочется сильно на психологию, то там у нас на выбор стоит математика с обществознанием, поэтому можно будет сдать русский, математику либо обществознание и биологию. Мгм. То есть варианты. Есть шансы. Ну, либо второй вариант, можно поступить в колледж на какое-то направление, которое более-менее связано с профессией, где нужно работать с людьми, например, на педагогическую, и потом после колледжа уже поступить в университет на то направление, которое хотелось. Мгм. Так вы минуете вот этот вот барьер с теми ЕГЭ, которых у вас нет. Да, спасибо. Итак, следующий вопрос, переходим к нему. Пишут, я хочу поступить на учителя математики. Для этого нужно ли сдавать профильную математику, русский язык и обществознание? На обществознание я не могу терпеть, пишут. Для чего оно вообще нужно? Ну, к сожалению, мы не сможем повлиять на перечень экзаменов, потому что он утверждается на федеральном уровне. Так, чтобы стать учителем математики, здесь сразу говорю, у нас учитель математики будет учиться 5 лет, там двухпрофильная программа, и нужно будет сдать следующие экзамены. Так, нужно будет обществознание обязательно, математика либо информатика на выбор и русский язык. Но обществознание будет обязательным. Нужно будет хотя бы 40-44 балла нужно набрать, чтобы поступить в университет. Следующий вопрос. Есть ли юриспруденция? Нет, чистой, так сказать, юридического направления у нас нет. У нас есть педагогическое направление с юридическим профилем. Называется он «Право и правоохранительная деятельность». Следующий вопрос. Какие экзамены необходимы на перевод и переводоведение? Так, на перевод и переводоведение, ну, точно русский язык нужно будет, иностранный язык сдать. И третий экзамен. Так, третий экзамен будет либо обществознание, либо история. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, про художественные специальности подробнее. Здесь у нас это факультет будет художественно-графический, там есть 3 направления. Первое – это дизайн называется, внутри него обычно реализуются у нас 2 профиля. Это графический дизайн и дизайн среды. Графический дизайн – это больше такой упор в компьютерную графику будет, а дизайн среды – это дизайн интерьера. Это полностью, это не педагогическая специальность, это именно дизайнеров готовят. И есть 2 педагогических направления, это так и называется, одно из них педагогическое образование, и профиль будет изобразительное искусство и технология. И второй профессиональное обучение, там называется профиль декоративно-прикладное искусство и дизайн. Разница в том, что первое, где педагогическое образование, это будет прям учитель для школы, а профессиональное обучение – это более такого широкого спектра. Там также можно будет работать в колледжах, в домах творчества. Там больше упор, конечно, на то, что нужно делать руками. Там будет и лепка, и рисование, и разные виды творчества, таких вот, которые именно, ну, где нужно руками что-то уметь делать. Следующий вопрос связан с колледжем. Какие проходные баллы для выпускников колледжей? Ну, по прошлому году проходной балл аттестата был по всему колледжу 4,8, достаточно высокий. Поэтому чем больше будет балл аттестата, тем лучше. Еще один вопрос, связанный с колледжем. После 11 класса, поступая в колледж, есть только платный вариант? Так, здесь вот нужно будет посмотреть, если оставить свои контакты, мы свяжемся и уточним, какие программы платные, какие на бюджетной основе. Сейчас вот перед глазами про колледж не смогу сказать. Оставьте свои контакты, я обязательно с вами свяжусь, проконсультирую. Вот такой вот ответ. Итак, следующий вопрос. Подача оригинала сильно ли влияет на поступление в вуз в принципе? Если в этом году мы будем в очном формате работать, то тогда нужно будет на момент зачисления, чтобы у вас было согласие на зачисление и оригинал.
И вот здесь может сложиться такая ситуация, что, например, у человека большой достаточно рейтинг, много баллов, да, набрано, но не сдан оригинал на момент зачисления, тогда этот человек может не попасть, а тот человек, у которого сдан оригинал, дано согласие на зачисление, но меньшее количество баллов, он может пройти на бюджет. И опять-таки вот напоминаю то, что в этом году будет одна волна зачисления, то есть вот временно вот это вот подумайте, где-то там что-то посмотреть у вас не будет, поэтому нужно сразу определяться. Ну, еще раз напоминаю, что нужно следить за рейтингами. Да, следим за это рейтингами, смотрим, где какие направления более желаемые, сразу, чтобы вы могли перекинуть оригинал туда, куда вам нужно. Вот это все очень-очень... Такая последняя неделя будет у вас очень напряженная, когда будете зачисляться, но потом все будет хорошо. Да, и все через это проходят, в принципе. Через это все проходили, да, когда-то. Следующий вопрос. Какие направления есть, если сдавать математику базу, общество знаний, русский язык и литературу? Так, русский язык и литература, это только у нас, как бы сразу говорю, это будет направление, связанное с изучением русского языка. Это учитель русского языка и литературы. Но математику, базу, как говорила, не берем в расчет, если только в колледж. Следующий вопрос от Динары Саетовой. А как насчет хореографического? Тут в чем именно вопрос? Есть у нас такое направление, называется направление педагогическое образование, профиль хореографическое искусство. Есть в этом году и на очки, и на заочки, и платные, и коммерческие места тоже были, поэтому там нужно будет сдавать, я так полагаю, наверное, вопрос составил, какие ЕГЭ, наверное, нужно будет сдать. Это 4-летняя программа, там нужно будет сдать обществознание, русский язык, и будет экзамен по танцу, творческий экзамен. Следующий вопрос о физическом факультете. Расскажите, пожалуйста, подробнее о подготовке. Так, здесь тоже, здесь вот есть два направления. Есть 4-летние, есть 5-летние. 4-летние, там профиль называется просто физическая культура. Там нужно будет сдать русский язык обязательно, потом нужно будет основу физической подготовки сдать, и нужно будет... математика нужна будет профильная. Если 5-летняя программа, там будет профиль физическая культура и БЖД. Там также у нас будет русский, основа физической подготовленности. И третий экзамен у нас будет... Сейчас, секундочку. Третий экзамен будет тоже математика профильная. Но есть еще новые направления. Оно, правда, на очно-заочной форме обучения, называется профессиональное обучение, а профиль физкультурно-спортивная деятельность. Там нужно будет сдавать русский, общую физическую подготовленность и обществознание. Вот у кого нет математики, как вариант. А следующий вопрос. Можно ли подробнее узнать, как отслеживать рейтинг во время поступления? Здесь все тоже просто, у вас будет личный кабинет, у вас там будет логин и пароль, вы будете заходить и видеть по каждой специальности, прям пофамильно, какие у кого ЕГЭ сданы, какие по ним баллы, у кого какие индивидуальные достижения, и прям сразу будет выстраиваться уже рейтинг в зависимости от суммы баллов, то есть от большего к меньшему. И вы уже будете видеть, например, там будет написано, во сколько бюджетных мест, сколько коммерческих, и вы сможете смотреть, где ваша позиция, скорее всего, вы будете поступать на несколько направлений, сразу будете отслеживать по разным специальностям, где у вас лучше, выше рейтинг, там уже и будете определяться. Где-то вот ближе под последние 2 недели, 1 неделя перед зачислением уже абитуриенты начинают определяться, уже начинают оригиналы именно туда приносить, куда уже хотят поступить, и будет уже видно, какая складывается ситуация. Но это, конечно, вот последние 2, вот буквально 1 неделя перед зачислением. Следующий вопрос про перевод и переводоведение. Какие проходные баллы на бюджет и сколько бюджетных и льготных мест в этом году? Так, там будет у нас по очной форме обучения 23 места, это бюджетных, вне бюджет 37 мест. Квота у нас пока еще не утверждена, она будет утверждаться до 1 июня, примерно это 10%, если 23 места, это будет 3 квотных места. И также будет где-то, наверное, целевого обучения здесь, кстати, не будет, обратите внимание. Здесь будет только квота для сирот и инвалидов. Следующий вопрос снова про физическую культуру. После колледжа можно ли поступить в высший по направлению физической культуры? Да, конечно, можно. Можете и на очную форму обучения, и на заочную форму. Есть еще точно заочный вариант, поэтому можно поступить. Достаточно большой объем и бюджетных, и внебюджетных мест. Проблем обычно нет. Следующий вопрос такой интересный. Можно ли после колледжа БГПУ поступить на 3-й
курс университета? Здесь такой нюанс, хочу объяснить. Это то, что называется сокращенная форма обучения. Все поступают и зачисляются на первый курс, независимо, какое у них образование базовое. Даже если высшее, зачисляются на первый курс. Но потом, если то, что у вас было в предыдущем дипломе, совпадает с учебным планом, тогда можно сделать перезачет и сократить как раз-таки срок обучения до 3,5 лет. Это как раз-таки то, что имеется в виду. Раньше по старому порядку, да, зачисляли на третий курс и учились тоже 3,5 года. Сейчас просто изменился, что зачисляем на первый курс и также учатся 3,5 года. Следующий вопрос. Как поступить на дизайнера? Очень просто. Нужно, во-первых, сдать ЕГЭ, которые там необходимость. Могу еще раз повторить, это нужно будет русский язык, обществознание и рисунок сдать. Здесь плюс в том, что на это направление у вас творческий экзамен, и здесь вы можете за счет своего таланта набрать максимальное количество баллов. Это легче, наверное, чем сдать математику, там русский по ЕГЭ. Поэтому здесь шансы достаточно хорошие. Я думаю, что проблем нет. Единственное, кстати, хочу сразу сказать, что на специальность дизайн в этом году бюджетных мест нет, там только коммерческий набор. Следующий вопрос с очень интересной темой. Есть ли у вас программа «Студент по обмену»? Здесь есть такие программы, насколько я знаю, они у нас с Казахстаном, с другими вузами-партнерами, но здесь все зависит, конечно, от того, на какую специальность вы поступите. Нужно будет уже конкретно смотреть, куда вы хотите и что там есть, с какими странами они сотрудничают. Но единственное, пока вот у нас ситуация пандемии, обмена пока нет. Поэтому как только граница откроется, восстановится обмен. Студенты, да, у нас выезжают на обучение в другие вузы, проходят стажировки. Какое количество бюджетных мест на хореографический факультет? Так, сейчас, секунду. Если так, очная форма обучения 20 бюджетных мест и 10 коммерческих. Так, следующий вопрос. Кто в первую очередь проходит по квоте льготников? Здесь нет такого, кто в первую очередь проходит. Здесь, например, у нас выделено 3-4 места, и зависит от того, сколько людей подали свои документы. Если подали всего лишь 3 человека, значит, будут зачислены все эти 3 людей, если они дали согласие на зачисление. Если, конечно, будет 10 подавших на 3 места, то будет конкурс, и зачислится 3 с максимальным количеством баллов. Следующий вопрос. На психолога есть ли целевое направление? На психолога целевое направление не выдается, но можно его взять на психолого-педагогическое направление. Это, здесь даже немножко шире будет квалификация, потому что будет педагог-психолог. Можно будет работать и как психологом, и как педагогом, социальным педагогом, и также работать с детьми. Зависит, конечно, от профиля, где-то и со взрослыми можно будет работать. Следующий вопрос звучит так. Вот если не попал на бюджет, можно ли перейти туда через год? Так, имеется в виду, наверное, что если не прошел на бюджет, поступил на коммерцию и потом перевестись, наверное, на бюджет. Да, но вообще у нас процедура перевода на бюджет проходит 2 раза в год, но здесь нужно обязательно, конечно, иметь оценки положительные по успеваемости. Поэтому, если вы хорошо будете учиться, у вас будет шанс. Но единственное, смотрите, тоже такой нюанс, чтобы кто-то перешел на бюджет, нужно, чтобы кто-то с него ушел. То есть должно быть наличие вакантных мест. Но обычно после 1-й и 2-й сессии, конечно, они там появляются, но не в большом объеме. Поэтому, да, перевод такой осуществляется. Шансы есть. Да, также если вы будете активно проявлять себя в различных направлениях в нашем вузе, то шансы еще становятся больше. Да, там потому что вас будут поддерживать как бы курирующие направления, у вас будет большое портфолио, и когда вас будут рассматривать, у вас шансы будут гораздо выше, чем просто хорошая успеваемость. Да. Следующий вопрос. На учителя английского и французского языков есть ли целевое направление? Да, на все педагогические направления можно будет брать целевые. Ну, здесь мы ближе вот к 1 июня уже утвердится точный перечень. На учителя английского языка и французского, да, точно будут целевые места. Сейчас так примерно могу сказать, что у нас просто будет 2 направления. Будет английский и французский, английский и немецкий. И там будет минимум по 2 места на каждое направление. Можно ли подробнее узнать про правоохранительную деятельность? Какие предметы нужно сдавать? Так, это нужно будет искать направление профессиональное обучение. Так, и там нужно будет сдать... Так, нужно будет русский язык, математика профильного уровня и либо обществознание, либо история. Там у нас на очной форме обучения 20 бюджетных мест и 20 на заочной. Также есть по 40 мест коммерческих.
Мгм. Так, следующий вопрос звучит так. Не совсем было понятно, если в списке предметов, которые нужно сдать для поступления, нет профильной математики, нужно ли ее сдавать? Если вы точно определились со специальностью и видите, что ни в одном университете там нету в перечне экзаменов математики, то можно не сдавать. Но это нужно сейчас уже посмотреть у всех вузов висит уже такой перечень специальностей, какие ЕГЭ нужно сдавать, поэтому сейчас нужно выяснить, потому что я знаю, до 1 февраля все школьники должны определиться с перечнем ЕГЭ, которые будут сдавать. Потом трудно будет это изменить. Поэтому сейчас уже изучите все внимательно документы по вузам, посмотрите, какие специальности вас интересуют, и чтобы вот не промахнуться с ЕГЭ и потом... Ну, я, конечно, рекомендую лучше математику профильную сдать, потому что 40 баллов, я думаю, это, относительно не так сложно будет набрать. Не всем, конечно, но это возможно, и хотя бы у вас будет вот этот такой... как сказать, билет практически на любое направление. Вы сможете быстро среагировать, и вдруг вы передумаете со специальностью, которую вы выбрали изначально, вдруг что-то вам другое захочется, вы сможете тогда поменять свои планы. Да, есть еще полгода, чтобы Да, есть еще выучить полгода, его. все может быть. Я тоже, когда поступала, я передумала буквально за 3 месяца, куда я хочу. А следующий вопрос. Если есть льготы и целевое направление, шансов больше поступить, получается? То есть, получается, хочет человек и по льготе, и по целевому, да? Но здесь, да, можно будет подать на конкурс и на квотируемые места по льготе, и на целевое обучение, и на общий конкурс. Да, шансы, конечно, будут выше. Можно будет смотреть, где проходит, как бы сказать, человек выше в рейтинге находится, и можно будет с остальных конкурсов потом отказаться. Да, это можно. Следующий вопрос звучит так. Я живу в 1,5 часах езды от БГПУ. Могу ли я рассчитывать на место в общежитии? Если прописка уфимская, то маловероятно. Но вероятность все-таки есть. Тут, конечно, нужно рассматривать индивидуально, потому что в первую очередь будут заселены те, кто, конечно, далеко проживает, иностранные граждане, те, кто, в первую очередь нуждаются в общежитии. Если остаются места, то это уже в индивидуальном порядке рассматривается. Следующий вопрос. А какая цена на дизайн, обучение дизайну? Дизайн, конечно, одно из самых дорогих направлений вообще по России. В том году стоимость была в районе 230 тысяч в год. Но единственное такой плюс, то, что платить можно частями, можно будет разбивать сумму либо на 2 половинки, либо на 3, либо на 4. Главное, чтобы платить вовремя. Здесь, я думаю, что не будет сильного повышения, где-то также 230-240 на этот год. Цены будут утверждены чуть-чуть попозже, в следующем уже году, где-то в мае примерно это происходит. Следующий вопрос звучит так. Как быть, если после колледжа хотела поступить на факультет ЕГЭФ, но я не сдавала ЕГЭ? Нет, если после колледжа вы хотите поступить на ЕГЭФ, то проблем здесь нет. Вы будете сдавать наши внутренние экзамены спокойно, со всеми, с другими желающими. Можно будет на любой факультет также сдать наши внутренние экзамены. Здесь проблем нет, ЕГЭ можно не сдавать. Но если хотите сдать ЕГЭ, никто не запрещает. Мы можем учитывать и ЕГЭ, и наши внутренние, в зависимости от того, где у вас лучше. Если вдруг вы ЕГЭ хорошо сдадите, то не надо будет наши внутренние сдавать. Да, но они вместе не считаются? Нет, вместе нет. Следующий вопрос. А как заключить договор на целевое с университетом, если поддержка школы уже есть? Здесь договор заключается без университета. Вам нужно только найти именно тот, кто выступит заказчиком, например, школа. Если они готовы вас поддерживать и заключить с вами договор, то он типовой. Можно в интернете просто даже загуглить целевое обучение, договор, он там есть в порядке. Его просто можно взять, заполнить, подписать. Он заключается минимум в 3 экземплярах нужно будет. Это потому что один должен быть у школьника, один у заказчика и один нам сдать, чтобы у нас он тоже был в личном деле. Здесь университет не является стороной. Мы просто оказываем образовательные услуги. Мы примем любой договор с любым заказчиком. Главное, чтобы все было оформлено правильно. Вот такой вот ответ. Следующий вопрос. А после обучения на биологическом факультете могу ли я работать врачом-лаборантом? Здесь нет, обратите внимание, это будет квалификация биолог, врачом вы не сможете работать, просто по профстандарту вас туда не возьмут. Если только вы пойдете в магистратуру медицинскую, но это будет сложно, наверное, сделать, либо получите какое-то медицинское образование в колледже, потому что обязательно нужно будет медицинское. Но обычно лаборантами можно будет, каким-то в медучреждениях различными лаборантами можно. И если после факультета психологии еще некоторые работают прямо в больницах психологами.
Если прям хочется связать свою как бы карьеру с медициной. Следующий вопрос. Можно ли учиться сразу в двух направлениях? Здесь все зависит от того, бюджет или вне бюджет, потому что на бюджете вы имеете право учиться только один раз, а все остальное неограниченное, можно хоть 10 направлений, если вы готовы оплачивать и готовы это выдержать физически. Но также у нас есть обучение по двум профилям. Да, здесь у нас, да, кстати, только у нас в университете есть такая возможность, это педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Вы будете учиться 5 лет, но получите как бы две специальности, вы будете учителем двух предметов. Следующий вопрос. А можете ли рассказать об отличии специальности и направления? Смотрите, здесь такой нюанс, многие путают. Раньше, как сказать, так, в 90-х еще было понятие только специальности. Сейчас оно есть у нас уровни бакалавриат, там нет специальности, там называется это направление и профиль. И есть у нас специалитет, где учатся 5 лет, и в основном только медики, а там именно как раз называются специальности. И есть в магистратуре, там тоже это называется направление и программа обучения. Это просто такие тонкости для вас, в принципе, для поступления, когда вы говорите специальность направления, все вас понимают, что вы хотите. Это такие юридические тонкости. Следующий вопрос вновь связан с художественной специальностью. В колледже есть ли такое направление и бюджетные места также есть или нет? Да, в колледже есть направление, по-моему, правильно называется изобразительное искусство и черчение. Бюджетные места там были, поэтому если прям хотите конкретную информацию, тоже если напишите свой телефон, либо как-то свяжетесь с нами, какие-то контакты нам оставите, мы с вами уже более детально переговорим. А как происходит вступительный экзамен? Вступительный экзамен нужно будет рисунок сдать, творческий экзамен. Следующий вопрос, вновь про языки. Арабский язык. Какие экзамены нужно сдавать? Так, арабского языка у нас на следующий год не будет именно как бы в профилях прямо обозначаться. Он может быть изучен либо в магистратуре. Там есть программа «Восточные языки». И через курсы как бы повышения квалификации, вот переподготовки, там есть программа на арабском. И, возможно, на факультете башкирской филологии там будет блок, изучающий этот язык. Но это вот уже как бы нужно будет смотреть по учебному плану. Именно вот для набора арабского на этот год не будет. Кстати, вот про факультет башкирской филологии вот такой вопрос. Я хотела бы поступить на факультет башкирской филологии. Нужно ли мне сдавать профильную математику? Так, сейчас секундочку уточню. Так, там тоже будет 5-летняя программа. И там, кстати, есть новые программы. Нет, кстати, математики не нужно будет. Есть программы башкирский язык и иностранный язык, там будет английский язык, и башкирский китайский язык вот на следующий год как бы объявлены. Там нужно будет русский язык, обществознание и башкирский язык сдать. Это башкирский, это будет наш внутренний экзамен. И также есть новые программы, это башкирский язык начальное образование и башкирский язык дошкольное образование. Там тоже русский, обществознание и башкирский язык. Поэтому математика там не нужна. Так что обратите внимание, кто не хочет сдавать математику. Да. Следующий вопрос звучит так. А какие предметы нужно сдавать на графического дизайнера и сколько баллов нужно будет набрать по каждому из них? На графический дизайн нужно будет русский язык, обществознание, рисунок. По русскому языку, чтобы участвовать вообще как бы, в конкурсе, нужно будет 40 баллов, по обществознанию 44. Рисунок, конечно, здесь лучше максимально. Это у вас шанс как бы повысить свои шансы на поступление. Там лучше 100 баллов сразу набрать, чтобы сумма у вас была лучше. Чем больше, тем лучше. Да, здесь смотрите, да, чем больше у вас баллов, тем больше шансов. Следующий вопрос. А выгодно ли поступать в колледж после 11 класса? Какие плюсы? После 11 класса, если только какая-то специальность вам очень нравится, и она реализуется только, например, в колледже, да, бывают какие-то там такие нюансы. В принципе, лучше, наверное, чтобы экономить свое время, лучше сразу на высшее образование, если нет каких-то таких своих умыслов, каких-то связанных именно со специальностью, может быть, с какими-то нюансами, я не знаю, рядом живешь или еще что-то. Лучше, конечно, сразу в университет.
Но иногда некоторые не например, могут да, сдать вот, ЕГЭ. например, с юриспруденцией, да, например, если там очень большой конкурс, да, и в университет, допустим, сложно поступить, некоторые идут в колледж, получают там юридическую базу, потом уже идут в университет на заочную форму обучения и как бы получают уже высшее юридическое. Здесь просто тоже нужно смотреть, кем вы хотите быть, посмотреть, насколько ваши шансы поступить в университет, и, возможно, действительно лучший вариант будет через колледж пройти. Также, наверное, с медиками такие вот варианты работают. Следующий вопрос звучит так. Нужно ли сдавать дополнительные вступительные испытания на учителя английского и французского языков, или же достаточно результатов ЕГЭ? Нет, здесь полностью по результатам ЕГЭ. Единственное, если вы не обучались в колледже и вдруг захотели изучать языки, да, после колледжа нужно будет наши полностью внутренние экзамены сдать. Следующий вопрос. Сколько на начальное образование нужно баллов по профильной математике? По профильной математике не менее 40 нужно баллов набрать, ну а там также, опять, чем больше, тем лучше. Если у вас математика будет 70-80 баллов, это, конечно, прекрасно будет шансы на поступление на бюджет. Но бывает, что вот обычно по опыту, если математика, например, много, да, там 80 баллов, то где-то русский или обществознание хромает, и поэтому компенсируется. Если прям хотите, если сейчас секундочку дадите, я прям подскажу, сколько было примерно в том году. Да, конечно. Балл, чтобы могли ориентироваться. Сейчас, секунду. В принципе, всю эту информацию также можно найти в интернете, все в открытом доступе. Разве что нужно разобраться. Если смотреть Институт педагогики по прошлому году, на бюджет был у них средний балл 66. Поэтому, в принципе, не так сложно попасть, все реально. Но опять же, зависит от того, какие результаты ЕГЭ будут у ваших конкурентов. Да. Вдруг придут все сильные выпускники на одну специальность, конечно, там тогда конкурс будет очень большой, и, соответственно, проходные тоже будут очень большие. Все зависит от вас. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, на кого можно поступить с географией? Так, с географией, да. Здесь, конечно, очень сложный такой выбор, но можно будет поступить на учителя географии, но только на заочной форме обучения. Там есть на выбор география, математика. Так, сейчас, секунду. Еще что-то было, сейчас, секундочку. Так, также на очной форме есть тоже педагогическое образование с двумя профилями география и биология. Там на выбор идет география либо математика, поэтому можно стать вот учителем географии и биологии. Сейчас вот еще одну специальность проверю. Так, ну все. Только учителем географии либо учителем географии и биологии. Так, следующий вопрос. Как проходят вступительные экзамены на специальность логопед-дефектолог? Здесь нужно будет сдать так называемый творческий экзамен дополнительно. Это будет экзамен на проверку дикции. Обычно там читают стихи, проверяют речь, интонацию, есть ли дефекты какие-то. Здесь программа, в принципе, на сайте тоже размещена, можно посмотреть, что было в этом году. В этом году было на выбор данное стихотворение, которое нужно было записать, мы в этом году дистанционно сдавали, нужно было сделать запись, прочитать его идеально, и эксперт оценивал и уже выстраивал рейтинг. Поэтому здесь чисто на проверку дикции. Следующий вопрос. Сколько бюджетных мест на информационные системы и на прикладную информатику? Так, на информационные системы 20 бюджетных мест, на прикладную информатику, на профиль программные решения для цифровой экономики 15 бюджетных мест, и есть еще профиль прикладная информатика в здравоохранении, там 15 бюджетных мест. Следующий вопрос. Куда я могу поступить с историей, обществознанием, русским языком и базовой математикой? Так. Без базовой математики получается русский, обществознание, история, да? Так. Третьего ЕГЭ, конечно, не хватает. Сейчас посмотрим. Так. Если есть творческие способности, то можно на хореографическое поступить, там, потому что русское обществознание нужно будет сдать наш внутренний экзамен, танец. Так, то же самое с музыкальным образованием, если есть способности. Так, на татарское отделение можно будет, там нужно будет сдать, естественно, язык, внутренний экзамен.
На факультет башкирской филологии тоже будет дополнительный экзамен по башкирскому языку. Так. Так, и на очно-заочной форме обучения есть направление профессиональное обучение, программа физкультурно-спортивная деятельность. Там можно будет сдать общую физическую подготовку как вместо третьего экзамена, и тогда можно будет поступить. К сожалению, конечно, без третьего ЕГЭ и без математики профильный выбор сужается. Следующий вопрос от Галии Шариповой. Есть ли у вас внеурочные активности, то есть какие-нибудь команды по волейболу, баскетболу? Вот этого у нас очень много, не только волейбол, баскетбол, почти все виды спорта. Здесь выезжают на различные соревнования, есть клубы, связанные с танцами, с пением. Здесь очень много объединений. Если вам очень интересно, вот когда закончится эфир, можете пролистать на страничке, там есть небольшое видео, которое раскрывает наши коллективы, и ознакомиться с ними. Здесь очень большой выбор активностей, не переживайте. Да-да-да, также у нас очень развита медиасфера. Медиасфера, у нас есть Объединенный совет обучающихся, там очень много направлений, в которых они работают. Есть волонтерство, вот есть профнавигаторы, есть различные социальные службы, там очень много направлений, поэтому если вы хотите быть активным, вам здесь точно все дороги открыты, спокойно жить не будете. Да, и также можно совмещать учебу и творчество, и спорт, и, в принципе, это также поощряется у нас в университете. Это поощряется, да, есть отдельные виды стипендий, такие там повышенные, такие приятные, с большими суммами, которые также периодически вот все талантливые наши студенты получают. Также, если коллектив на достаточно хорошем уровне работает, они выезжают на различные гастроли, у них различные выступления, там очень интересная жизнь творческая, поэтому я думаю, вам понравится. Да, в общем, жизнь кипит у нас. Да, жизнь кипит. Следующий вопрос, вновь про поступление. Есть ли в этом году испанский язык в магистратуре и в каком направлении проводится обучение? Так, испанского языка в магистратуре в этом году нет, если только на курсы повышения квалификации либо переподготовки. В этом году только традиционные языки иностранные, это английский, французский, там, немецкий и для учителей ориентир. Так, и какая вторая часть вопроса была? В каком направлении проводится обучение? В каком направлении? Да. Нет, здесь просто нету этого языка, поэтому просто самого направления не только как курс повышения квалификации. Тут очень много действительно вопросов, которые касаются, например, как можно поступить, куда можно поступить, если математика базы, русский язык, общество знаний, информатика. Также если другие предметы. Есть, то здесь есть шанс посмотреть все, что связано, конечно, с информатикой и с математикой, потому что обычно математика и информатика могут быть заменяемые. Здесь, конечно, нужно изучить документ, количество мест. Вы выпишите те ЕГЭ, которые у вас есть, и посмотрите прям, какие специальности вам подходят, на какой форме обучения, если там бюджет, не бюджет, прям составьте себе такую табличку и по ней уже ориентируйтесь. Возможно, у вас есть действительно почти полгода, что-то можно еще выучить, где-то что-то подтянуть, позаниматься, поэтому не надо отчаиваться. Я думаю, еще шансы есть поступить туда, куда вы хотите. Следующий вопрос. А сколько же бюджетных мест на факультет физической культуры? Здесь по факультету так, конечно, я не посчитала. Я говорю сразу, на очной форме обучения два направления реализуются. Это 4-летняя и 5-летняя программа подготовки учителей. На 4-летней у нас в программе выделено 20 бюджетных мест. На 5-летней программе выделено... должно быть тоже не менее... тоже 20 мест, поэтому суммарно на очной форме обучения 40 бюджетных мест. Также есть еще и заочная, очно-заочная форма обучения, там тоже есть бюджет, посмотрите. Но единственное, что мальчикам, наверное, из-за того, что будет призыв, не подходит, потому что отсрочку дает только очная форма обучения. Здесь тоже имейте это в виду при поступлении. Следующий вопрос. Есть ли такой факультет, как преподаватель русского языка для иностранцев? Есть такая специальность у нас, направление называется педагогическое образование, а сам профиль называется английский язык и русский язык как иностранный. Это как раз-таки то, что вот вы спрашиваете. Там даже есть бюджетные места, по-моему, так, сейчас секунду уточню, потому что впервые там выделен был бюджет. Поэтому всех приглашаю на эту специальность, я думаю, она вам понравится. Там 10 бюджетных мест, 20 коммерческих мест. Ого, в принципе, очень много, да? Да. Следующий вопрос звучит так. А куда можно поступить с химией?
Так, с химией. Сразу, конечно, в голову приходит, естественно, географический факультет. Там есть направление биология, и как раз-таки ЕГЭ нужно будет русский, биологию и на выбор либо математика, либо химия. Там будет 3 профиля: биоэкология, устойчивое развитие экосистем и генетика, в зависимости от того, что вам больше нравится. Также можно будет на прикладную информатику. Там у нас, так как был заявлен профиль, связанный с медициной, со здравоохранением, поэтому на выбор стоит информатика либо химия. Поэтому тоже можно попробовать свои силы там. Так. Ну и все с химией. Следующий вопрос. Сколько бюджетных мест на учителя английского и французского языков? На учителя английского и французского. Так. У нас выделено, сейчас, секундочку, 10 мест на учителя английского и немецкого, 10 мест на учителя английского и французского. По 10 бюджетных мест. Следующий вопрос. Есть ли заочный бюджет на специальность прикладная информатика после колледжа? Так, прикладная информатика. Нет, там только коммерческая будет. Бюджет есть только на очной форме обучения. Ну, вы можете после колледжа претендовать на бюджет научной форме обучения. Следующий вопрос звучит так. Здравствуйте, а после педагогического колледжа и педагогического института работать можно будет только педагогом, например, если в колледж на юриста поступать? Нет, если у вас, например, такой разный набор квалификаций, да, в колледже вы получили юридическое образование, у нас в университете педагогическое, то здесь спектр трудоустройства гораздо расширяется. Это вся система образования. Если еще магистратуру закончите, это можно будет в университете работать преподавателем. Это юридические фирмы, это все, что связано с обучением персонала, это, возможно, подбор персонала кадровой службы, там тоже ценится юридическое и педагогическое. Это все, что связано, в принципе, с общениями с людьми. Это любая социальная сфера. Поэтому у нас выпускники очень востребованы за счет того, что у них очень развиты коммуникативные навыки, поэтому везде, где нужно работать с людьми и общаться с людьми, там востребованность будет большая. Следующий вопрос. Стажировка за границей. Есть ли у нас в ВУЗе для переводчика и с какого курса и как это вообще происходит? И в какие страны? Стажировки есть, страны тоже разнообразные, там все зависит от того, какие университеты зарубежно объявляют вот эти стажировочные программы, это все индивидуально, там еще отбор нужно пройти. Здесь нужно будет, когда вы поступите, это уже с факультетом, они говорят, какие есть стажировки, какие страны, какая там тематика. Это все есть, страны разные, ну, насколько я знаю, вот и Чехия, США, что там у нас, Китай, Корея. Поэтому зависит от того, какой язык изучаете, какая цель стажировки, в принципе, все возможно. Также я видела, там был вопрос про программу Work and Travel. Вот здесь тоже нужно будет на факультете, сейчас это все сложно, потому что сейчас это все немножко так подзаглохло из-за пандемии, поэтому это все решается именно когда вы уже являетесь студентом, у вас будет статус студента, потому что все программы рассчитаны именно на то, когда вы студент. И, возможно, условия поменяются вот этот период, потому что там и стоимость будет зависеть, и проживание. Вот эти нюансы, это все нужно уточнять будет, когда уже поступите, и конкретно уже в центре узнаете, какие есть на тот момент, когда вы обратитесь, какие программы действуют. Потому что какие-то программы просто заканчиваются. Следующий вопрос. А как поступить на педагога-психолога после 9 класса? После 9 класса на педагога-психолога никак не поступить. На педагога можно поступить, если в колледж пойдете. В университет мы идем только после 11 класса, либо после колледжа. А какие предметы нужно сдавать на эколога? Так, на эколога. Так, в этом году у нас экологии не будет. На очной форме вообще не будет, потому что не были выделены места. Можно будет пойти на биолога. И все? Ну, смотри, тут, конечно, нужно смотреть, какой перечень ЕГЭ, это просто более-менее связано с этой специальностью. Либо пойти в колледж, там есть 2 специальности, тоже более-менее связано как-то с экологией. Там есть рациональное и там что-то природопользование, и землеустройство и кадастр, по-моему, 2 специальности, такие связаны вот немножко с этой сферой. Ну, мы переходим к следующему вопросу. А какие предметы нужно сдавать на программиста? И сколько баллов нужно будет набрать по каждому из них?
На программиста здесь тоже, вот, как я говорила, два варианта. Это либо специальность информационной системы и технологии. Там нужно будет сдать русский, математику профильного уровня, и либо информатику, либо физику. И есть прикладная информатика, там нужно будет сдать русский, математику профильную, и либо информатику, либо химию. Вот это два таких варианта, которые именно так связаны с программированием. Угу. Следующий вопрос про факультет башкирской филологии. Какие проходные баллы нужно набрать на факультет башкирской филологии? Пишут, что очень большое желание идти на этот факультет. Я думаю, если желание очень большое, то все хорошо, потому что там тоже будет внутренний экзамен, башкирский язык будете сдавать внутри университета. Если у вас это родной язык, если вы очень хотите, то наберете наверняка максимальные баллы, и поэтому точно поступите. Я думаю, там проблем не будет. Насчет баллов тоже невозможно так сказать, что минимальные по внутренним экзаменам 50 баллов. Если вот что-то у нас внутри в университете сдаете, то это 50 баллов нужно набрать минимум. Лучше, конечно, максимально набрать не менее 60, чтобы вот как-то участвовать нормально в рейтинге и попасть на бюджет, не менее 60 баллов по каждому нужно иметь. Угу. Следующий вопрос вновь про физическую культуру. Что нужно сдавать и что вообще нужно для поступления в вуз и для поступления в колледж? Ну, для поступления в колледж там все проще, да, там нужно аттестат с оценками и сдать тоже экзамен, это будет тоже физическая подготовка, там нормативы нужно будет сдать, ничего такого сложного, если вы как бы хотите заниматься спортом. Университет примерно то же самое, но нужно будет с ЕГЭ еще, конечно. Русский язык мы сдаем обязательно, и нужно будет по физической культуре сдать тоже экзамен по физической культуре и математику профиль, к сожалению, нужно будет сдать, потому что это педагогическое направление, там почти везде у нас математика профильного уровня идет. Угу. Следующий вопрос. После колледжа на дошкольное образование какие вступительные экзамены будут? Это при поступлении в вуз, я так понимаю. Там те же самые, что и обозначены для тех, кто после школы поступает. Это будет русский язык, обществознание и либо биология, либо математика профильного уровня. Угу. Следующий вопрос. Сколько бюджетных мест на факультет психологии и какие виды обучения присутствуют? Так, здесь смотря какое направление, конечно, хотите для себя выбрать. Я сейчас скажу, какие как бы есть, связаны вот с психологией. Есть психология и социальная педагогика. Там нужно будет сдать русский, биологию и обществознание, либо математику. Есть профиль психологическое консультирование и медиация в социальной сфере. Там нужно будет русский, биологию и на выбор либо обществознание, либо математика профильного уровня. И есть психология в управлении и экономике. Там нужно будет русский, биологию и на выбор либо обществознание, либо математика. Вот эти три профиля, они находятся в направлении психолога, педагогическое образование. На всех выделен бюджет. Есть также, конечно, направление чисто психологическое, но там бюджета нет, там только внебюджетные места. Сейчас подскажу, какие там будут экзамены. Так, сейчас, секунду. Угу. Так. Там будет русский язык, биология и на выбор либо математика, либо обществознание. А профиль будет называться социальная психология. Она, к сожалению, будет пока только научно-заочной форме обучения, поэтому ни научным, ни заочным не будет, и только коммерческая. Угу. Следующий вопрос. Куда можно будет поступить, сдав ОГЭ по башкирскому языку, математике, русскому и информатике? Только в колледж. Угу. Это, я так понимаю, 9 класс. Это только в колледж можно поступить на любую специальность. У вас там ограничений практически нет. Все идет по среднему баллу аттестата. Поэтому без проблем можете определиться. Следующий вопрос. На сайте есть информация о бюджетных местах на графическом дизайне сейчас. Это устаревшая информация? Так, смотря куда, конечно, посмотрели. На 2021 год обратите внимание на документы, которые смотрите, потому что часть документов должна была у нас обновиться до 1 ноября, вот она обновлена вся полностью. Часть будет обновлена следующая только к 1 июня. Поэтому, когда смотрите документы, обратите внимание на год утверждения и какой учебный год указан. Вам нужен документ количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления и перечень направлений подготовки и вступительных испытаний на 2021-2022 учебный год. Обратите внимание. Документы утверждены 2020 годом, но это 2021-2022 учебный. Ну и я думаю, что у нас время подошло к концу.
Пора завершать нашу трансляцию. Пришло действительно очень много вопросов, и ответы на них, в принципе, можно найти на наших официальных сайтах. Так ведь? Да, все можно найти на нашем сайте. Единственное, вот, если позволите, небольшое еще. Да, Так было много вопросов, не успела даже пригласить на нашу Акмолинскую олимпиаду. У нас уже стартовала, и, наверное, многие уже там участвуют, Акмолинская олимпиада. Она в этом году у нас такой расширенный формат имеет. И в ней могут участвовать и школьники. Есть отдельное направление для студентов колледжей. Вот и уже сегодня мы специально открыли доступ. Можете найти на этой страничке ко Дню открытых дверей ссылочку и пройти. И также будет для учителей после Нового года тоже такой вот конкурс, который им даст преимущество при поступлении в магистратуру. Те же, которые вот школьники или студенты колледжа, если будут участвовать, там тоже у финалистов, там будет 3 этапа. Первые 2 этапа, они предметную линейку как бы имеют, да, по стандартной там математика, физика, химия. А 3-й этап будет связан с волонтерской деятельностью. И те, кто станут призерами и победителями, они получат дополнительный балл при поступлении. Это как индивидуальное достижение. Кстати, для тех, кто вот так раз-таки спрашивал, как увеличить свои шансы, да, на поступление, изучите раздел «Учет индивидуальных достижений». Там прямо у нас есть на сайте такой документ. Посмотрите, что учитывается. Например, ГТО, волонтерская деятельность, участие в олимпиадах в каких. Для тех, кто поступает на факультет физической культуры, да, вот, там есть целый большой перечень тех спортивных достижений, которые тоже можно засчитать при поступлении. Ну и, естественно, красный диплом тоже, и аттестат тоже засчитывается. Вот, это все, что я такое хотела. Если остались вопросы, у нас там есть ссылочка на Google формы, вы туда, если напишите, либо ВКонтакте можете писать, мы там практически в режиме реального времени ответим на все вопросы. Спасибо большое за такой ответ. Спасибо большое, что сегодня рассказали подробно о нашем университете. С нами была Наталья Степановна Илюшина, начальник управления рекрутинга и карьерного развития нашего университета. Наше эфирное время подошло к концу. Пора завершать трансляцию. Да, спасибо большое. Ну, а я хочу вам напомнить, что в Башкирском государственном педагогическом университете сейчас есть 6 институтов и 4 факультета, а также колледж. Сегодня у нас здесь реализуется 121 образовательная программа, и действительно каждый из вас может найти направление, найти обучение по вашему желанию, по вашим возможностям, и, конечно же, мы вас всех ждем в нашем Башкирском государственном педагогическом университете. Ну, а с вами была я, Гульгина Багаудинова, студентка Института педагогики. Всем вам желаю удачного дня. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в ВУЗе обучаются более 25 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмолинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. ВУЗ готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление. Разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологий, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. На базе университета действует федеральная площадка по углубленному изучению истории и культуры ислама. БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.
Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Турции, Пакистана, Сенегала, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмолинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с Республиканской общественной культурно-просветительской организацией «Альянс Франсес». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений – от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В ВУЗе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмолинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. А спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванте». Это современная, хорошо оснащенная база для практики и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. Здесь же расположен санаторий-профилакторий. В приемной кампании 2020 года средний балл был равен 73,5, конкурс составил 6,7 человек на место. Абитуриентов ждут 1690 бюджетных мест. В новом учебном году прием документов начнется 14 июня. Ежегодно школьники участвуют в различных конкурсах и предметных олимпиадах, кубках и чемпионатах. Успешное прохождение приносит дополнительные баллы в копилку достижений школьника. При поступлении в вуз победы в олимпиадах учитываются и поощряются. Абитуриент также может получить скидку на оплату обучения. До встречи в Акмолинском университете!